Три основных результата проекта ПРООН-ГЭФ – демонстрация устойчивого управления горными пастбищами в Сусамырской долине, Кыргызстан, а именно проведенная инвентаризация пастбищ, экономическая оценка и разработанный план выпаса скота с учетом коридора миграции диких животных, стали основой для разработанной информационной системы электронный JAID-комитет. Информационная система апробирована и внедрена на базе Сусамырского JAID-комитета с 2010 года. В данное время система внедряется в JAID-комитетах 11 районов 3 областей, имеющих пастбищные участки в Сусамырской долине, а также Кокмойнокском JAID-комитете Томского района и Сыкульской области, Саламаликском JAID-комитете Узгенского района Ошской области и в 5 JAID-комитетах от Башинского и Нарынского районов Нарынской области. При запуске программы открывается главное окно, в котором можно видеть пункты меню для работы с данной программой, а также инструменты для работы с электронной картой. Первая вкладка, с которой хотелось бы начать, это вкладка «Настройки». Это основные данные по конкретному JAID-комитету. Указывается район, название АИЛ-УКМЭТУ, название самого JAID-комитета, данные председателя АИЛ-УКМЭТУ и председателя JAID-комитета. Данные указываются на двух языках, на кыргызском и на русском языке. После введения данных необходимо сохранить эту информацию, и эта информация будет уже введена в компьютере, и дальнейшее изменение ее будет необходимо только в том случае, если изменятся какие-то данные по JAID-комитету. Или фамилия председателя JAID-комитета, или глава АИЛ-УКМЭТУ. В другом случае данные меняться не будут. И эти данные устанавливаются только в самом начале, перед установкой самой программы. Следующая вкладка – это вкладка «Справочники». Здесь хранится вся справочная информация по данной программе. Населенные пункты. Указывается перечень всех населенных пунктов, которые относятся к данному АИЛ-УКМЭТУ. Следующий справочник – это справочник пастбищепользователей. Здесь указываются все пастбищепользователи по данному АИЛ-УКМЭТУ. Также имеется фильтр, который можно выделить, скажем, по конкретному населенному пункту. Выйдут все пользователи только по этому населенному пункту. Остальные пользователи видны не будут. Следующий справочник – это справочник видов скота. Здесь указываются все виды скота, которые имеются, также единицы измерения, коэффициент условной единицы скота. Если необходимо добавить какой-то вид дополнительно, это всегда можно сделать на последней строчке. Не забываем при этом сохранять информацию. Следующий справочник – это справочник типов вакцин. Также указываются все типы вакцин, которые проводятся скоту на русском и на кыргызском языках. И если имеются какие-то дополнительные вакцины, которых здесь в этом списке нет, тоже всегда можно добавить в конце списка, сохранив при этом информацию. Остальные справочники являются служебными и используются только программистами, которые обслуживают данную программу. Одним из основных моментов работы JAID-комитета является составление бюджета, который планируется самим JAID-комитетом и утверждается на сессии местного Кинеша. В форму бюджет JAID-комитета вносится информация планируемого бюджета, а именно год, общая планируемая сумма сборов, то есть сумма всех планируемых расходов JAID-комитета, зарплата, налоговые отчисления, улучшение инфраструктуры пастбищных участков, например, строительство мостов, ремонт дорог и так далее, и общее количество условных единиц скота. Все графы рассчитываются самостоятельно, и в программу вводятся уже готовые суммы. Данная информация будет использована программой для расчета стоимости за единицу скота. Не забудьте эту информацию после заполнения сохранить перед тем, как закрыть вкладку. Следующая форма – это форма просмотра выданных пастбищных билетов. Также имеется возможность поиска билетов по заданным критериям: номеру пастбищного билета, году выдачи билетов и по пастбищепользователю. Сейчас мы посмотрим, как заполнять пастбищный билет на примере уже выданных билетов за 2012 год.
а именно билет номер 996, который надо выделить и нажать на кнопку «Данные пастбищного билета». Имеется 4 вкладки. Вкладка «Главная». Здесь вводится порядковый номер билета, год билета, дата его выдачи, пастбище-пользователь, который выбирается из имеющегося готового списка. Далее указываются маршруты перегона скота. Фамилии главы АйлыкМТУ и председателя JADE-комитета вручную заполнять не надо, так как они заполняются автоматически самой программой из тех настроек, которые мы ввели в форме настройки. Следующее – это вид скота и вакцинации. Здесь из готового списка выбирается вид скота, который имеет данный пастбище пользователей, и количество этого скота. Цена за единицу скота и столбец всего рассчитывается программой автоматически. После введения всех голов скота начисленная сумма вычисляется при нажатии кнопки «Автосумма». В этой же форме указываются и прививки, которые были сделаны скоту с указанием типа вакцины, даты и времени вакцинации, данных ветеринара, и также имеется поле для примечаний. Далее пастбищные участки. Из готового списка выбирается пастбище, на которое планируется выдача пастбищного билета. Затем за этим пастбищем определяется сезонность выпаса скота кнопкой «Добавить контуры». Позднее эти пастбища можно будет просмотреть на карте, используя кнопки «Показать все участки на карте» или просмотреть конкретное пастбище с помощью кнопки «Показать выделенный участок на карте». И последняя вкладка в этой форме – «Платежи за пользование пастбищами». Здесь указывается сумма платежа, дата, номер квитанции и дата ввода этой информации в базу данных. Дата ввода заполняется автоматически. После ввода всех данных не забываем сохранять введенную информацию. Готовый заполненный билет распечатывается из этой же формы. Имеется типовая форма пастбищного билета, утвержденная постановлением правительства Кыргызской Республики. Далее билет заверяется подписями, печатями и выдается на руки пастбище-пользователю. Отчетные формы. Отчет по пастбищным билетам. В этой форме имеется 3 вида отчетов. Выданные пастбищные билеты. Также указывается нужный год для составления отчета этого типа и нажимаем кнопку «Отчет». В сформированном списке указаны номера билетов, дата их выдачи, пастбище пользователей, количество скота, начисленная и уплаченная сумма за пользование пастбищами. Задолженность арендаторов. Отличие этого отчета от предыдущего в том, что здесь в конце имеется столбец «Долг», где указаны суммы долга по каждому пастбище-пользователю, и в конце отчета общая сумма долга всех пастбище-пользователей. Третий вид отчета – это загруженность пастбищных участков. Здесь необходимо выбрать конкретного землепользователя. На данном примере укажем Сусамырский АйлыкМТУ. В данном отчете появляется информация о площади участка, емкости пастбища, то есть максимальном количестве голов скота, которое оно может вместить, выпасаемое количество условных голов скота и индикатор загруженности. Если значение отрицательное, значит пастбище используется не полностью. А если значение загруженности положительное, это значит, что число скота превышает возможности пастбища для его прокорма, что может привести к деградации пастбищного участка. Этот отчет позволяет рационально и устойчиво управлять пастбищами, учитывая экологически безопасную нагрузку на пастбище. Эта система показала свою эффективность, так как позволяет оперативно управлять пастбищами и проводить мониторинг состояния пастбищ, а также следить за процессами деградации земельных угодий. Теперь разберем отчет по пастбищным участкам. Выбираем землепользователя. Можно выбрать всех землепользователей, или же на нашем примере мы выберем Сусамырский АйлыкМТУ. Нажимаем кнопку «Отчет по пастбищам»
и получаем ведомость пастбищных участков с основными показателями. В отчете по контурам пастбищ указывается инвентаризация пастбищных участков. Все отчеты можно распечатать и получить их бумажный вариант для дальнейшей работы и анализа. А сейчас разберем работу с картой. Вы видите электронную карту Сусамырской долины. С помощью панели инструментов, расположенной в верхней части экрана, можно увеличить карту или уменьшить ее. Можно выделить определенный участок карты и увеличить его прицельно. Если нажать на кнопку «Панорамировать карту», то курсор превращается в руку, и нажав на левую кнопку мыши, можно передвигать карту в нужную сторону для поиска определенного участка. В том случае, когда JAID-комитет строит новые мосты или водопои, эту информацию можно своевременно нанести на карту с помощью соответствующих кнопок. Кнопка «Показать границы печати» позволит вам увидеть ту часть карты, которая будет распечатана при нажатии на кнопку «Печать». В левой части экрана имеется топология карты, где отображены все ее слои, которые можно увидеть: дороги, реки, строения, пастбища и так далее. Для просмотра свойств пастбищного участка в топологии надо выбрать пастбищные участки. Далее на панели инструментов вверху нажать кнопку «Выбрать объект» и на карте отметить нужный участок левой кнопкой мыши. Затем, нажав на правую кнопку мыши в том же месте карты, открывается подменю «Свойства», нажав на которое мы откроем форму свойства пастбища. В этой форме имеется 3 вкладки. Первая – данные пастбищного участка, где указаны подробные данные участка, его номер, принадлежность и местоположение, тип растительности, площадь участка, емкость пастбища и другие подробные характеристики. Второе – данные объектов пастбищного участка, то есть какая площадь участка чем занята, непосредственно пастбищами, сенокосы, пашни и так далее. Третье – билеты. Здесь можно просмотреть выданные пастбищные билеты на данный участок с возможностью фильтра данных по годам. В конце формы указываются общие данные по таблице. Кнопка «Увеличить до границ» позволяет показать всю карту полностью. Данная информационная система будет способствовать формированию справедливой и социально приемлемой системы распределения пастбищ, разрешению конфликтов интересов, обеспечит эффективный общественный контроль, отчетность, прозрачность и тем самым улучшит систему управления пастбищами на местном уровне. Информационная система «Электронный JAID-комитет» на сегодня является единственным инструментом для оперативного управления и проведения мониторинга состояния пастбищ.